Ноготками календулу звали, словно солнышко эти цветы. Семена же ее собирали, так похоже на ноготки. По обочинам дорожки, у реки на берегу распластался подорожник, на тропинках на лугу. Зеленая аптека, так называется, один из 7 этапов экологической тропы детского сада 65. Дети вместе с воспитателем знакомят малышей из других групп с разными видами лекарственных растений, такими как подорожник, календула, тысячелистник и другие. В рамках экологической тропы мы в своей группе разработали подпроект «Зеленая аптека», где мы вместе с родителями и с детьми организовали вот такую клумбу, в которой посадили растения лекарственные. И теперь мы с детьми вместе изучаем каждое растение, где они могут и потрогать, рассмотреть, изучить это растение. Ну вот, как видите, мы сейчас уже с детьми 2 растения изучили, и постепенно мы будем изучать каждое растение. Идея создать экотропу для малышей у педагогического коллектива детского сада возникла еще весной. Объекты планировалось установить в каждой из 11 групп. Силами родителей уже удалось сделать баннеры с информацией и оформить такие точки, как Красная книга растений Свердловской области, Зеленая аптека, построить домики для птиц, божьи коровки, муравейник с информацией обо всех стадиях развития муравья, поселить на дереве белку и посадить в кусты зайца. Все начинается с плана схемы, которая здесь расположена у нас. На ней можно увидеть схематичное изображение тех объектов экологических, которые у нас на территории сейчас есть. Создали мы экологическую тропу для того, чтобы лето, которое ребята проводят у нас в детском саду, оно было насыщенным, интересным, познавательным. Несколько раз в неделю, когда дети гуляют, будет звучать сигнал, предвещающий о начале работы экологической тропы. И малыши пойдут изучать один из этапов. А сделают гнезда на крышах домов. А какие тебе птички нравятся? Аист. А еще какие нравятся птички? Какие ты птичек знаешь? Ворона. Ворона, аист. Еще каких птичек знаешь? Воробей. А что птички кушают? Воробушки кушают. Хлебушек. Еще что-то. Существовать экотропа будет до конца теплых дней лета, а на будущий год появится вновь, но уже с новыми этапами – парком бабочек, метеоплощадкой и тропой здоровья. Мария Лукьянова, Алексей Беляков, Полевской, Новости 7 ТВ.